хоккейные команды республики ведут борьбу в кубковых раундах, а мы не устаем вам рассказывать подробности ледовых баталий. С вами «Хоккей-24», меня зовут Ирина Макаренко. Сегодня в выпуске Салават Юлаев и Акбарс обменялись домашними поражениями. Впрочем, «Зеленая машина» позволила казанцам выйти вперед в серии. Тарос продолжает битву за братину. Нефтекамская дружина встретилась с «Ладой» из города Тольятти. Юлаевская молодежка переиграла Магдидогорских лис. Сухая победа в серии. Батыры Нефтекамска преодолели молодежное «Зеленое дерби». Один из подопечных Константина Полозова поделился секретами успеха. Уфимских болельщиков на прошедшей неделе ждало разочарование. Флагман башкирского хоккея Салават Юлаев провел 3 очередных матча плей-офф против казанского Акбарса, и ни один из них не закончился победой юлаевцев. Казанцы перехватили инициативу и повели в серии до 4 побед 3-2. Третий и четвертый матчи «Зеленого дерби» прошли на уфимском льду. Впрочем, большой радости уфимским фанатам их результат не принес. Первая встреча прошедшей недели завершилась сухой победой барсов 3-0. Видно, не каждый продумал свою игру. Все равно все старались до конца вытащить матч, но где-то уже и не везло, где-то уже и перестарались. Поэтому надо настраиваться на завтра, находить силы и выходить с другим настроем. Впрочем, другой настрой уфимской команде желаемого результата не принес и в следующей встрече. Игра хоть и оказалась более результативной, но «Фортуна» и в этот раз была на стороне гостей. В первом игровом отрезке соперники обменялись шайбами. У уфимцев отличился Штефан Ружичка. Вторая 20-минутка позволила юлаевцам дважды огорчить казанского голкипера. Гости, впрочем, сумели ответить на обе шайбы. К началу третьего периода счет в матче был равным 3-3. В дебюте финального игрового отрезка Акбарс сумел выйти вперед, а потом увеличил отрыв в счете. Матч закончился победой барсов 3-5. Еще минимум 2 игры точно впереди. Ничего страшного, конечно, жалко, что дома проиграли. Обменялись победами домашними, вернее, поражениями домашними. Мы там выиграли, они здесь, здесь. Все заново начинается, счет 0-0, осталось 2 победы одержать. Серия переехала в Казань. Ярко Иманин открыл счет в середине первого игрового отрезка, на что Александр Свитов ответил под занавес 20-минутки. Второй игре чуть лучше мы играли, третий, четвертый, вот этот тонус набираем, кураж появляется. Соперник очень серьезный. На исходе второго периода Илья Никулин броском от синей линии снова выводит барсов вперед. Словно бы в противовес традиции, по которой пятый матч «Зеленого дерби» всегда остается за Салаватом. Впрочем, юлаевцы шайбу отквитали. Игорь Мусатов отличился уже на 12-й секунде третьего периода. Однако ничейный счет оказался под угрозой срыва. И Ира Тарки, отыгравший без замен все игры на выбывание, очевидно подустал. Иначе сложно объяснить, почему страж ворот не справился с не самым сложным броском Никулина. На последних минутах основного времени местным болельщикам впору было бежать за успокоительным. Штефан Ружичка уберег Салават от поражения, переведя игру в овертайм. Но то была лишь отсрочка. На исходе 11-й минуты дополнительного времени Данис Зарипов выдал гроссмейстерский пас своему капитану. Такие моменты Алексей Морозов, как правило, реализует. Если там не было зоны, то хочу поздравить соперника с победой. Если там была зона, то не хочу. Вот и все. После пресс-конференции наставники не спешили покидать зал, уединившись в уголке для приватной беседы. Судя по рукопожатию, в этот раз Белов и Юрзинов нашли компромисс. По крайней мере, до сегодняшнего дня, когда «Зеленое дерби» продолжилось в Уфе. Салават чемпион! Салават чемпион! Салават чемпион! Салават чемпион! Салават чемпион! Ура! Салават чемпион! Тарос на прошедшей неделе начал серию игр четвертьфинала Кубка Братины. Тольяттинская «Лада» в гостях оба матча уступила. Счет в серии до 3 побед 2-0 в пользу нефтекамцев. Первые матчи раунда прошли на Нефтекамском льду. Стартовый игровой отрезок Тольяттинская «Лада» отыграла первым номером. Гости смотрелись свежее глыб. Впрочем, это не помешало хозяевам воспользоваться ошибкой автозаводчан на последней минуте периода. Алексей Василевский своим фирменным броском от синей линии преодолел последний рубеж обороны «Лады». И хоть во втором периоде Тарос сделал в 3 раза больше бросков по воротам противника, «Фортуна» в этой 20-минутке улыбнулась гостям. В заключительном игровом отрезке гости сумели дважды переиграть голкипера нефтекамцев. Однако хозяева сумели отквитать. До конца основного времени победителя выявить не удалось. В овертайме чемпионы уже на 3-й минуте доказали свое преимущество. 4-3 в матче и 1-0 в серии. Тяжело, ведь давно не играли как-то. Первый период вообще, наверное, проспали. Потом более-менее вошли игру у нас.
реализация безобразное большинства. Не знаю, что нам с этим делать, надо как-то решать вопрос. А так, ну, мы вернулись после 1-3. Ребят, всех с победой просто благодарю, как капитан. Мы просто переломили и смяли их, скажем так. Доказали, что пускай ничего не думают, с нами надо считаться. А вот во втором матче серии Тарос полностью владел инициативой. Нефтекамцы в течение всей игры наращивали преимущество. Как итог, сухой разгром Лады со счетом 6-0. Счет уже забили первыми. В принципе, сегодня первый период уже играем. Видно, Лада сыграл 5 матчей, а мы отдыхали больше, чем неделю. И вот как-то посвежее их выглядим, и отсюда результат. Третий матч в серии состоится уже завтра в Тольятти. Юлаевская молодежка преодолела первый раунд плей-офф. На старте розыгрыша Кубка Харламова наших ребят ждало сложнейшее испытание в серии с остальными лисами, состав которых пополнили игроки из КХЛ и ВХЛ. И наши ребята блестяще справились с возложенной на них задачей. Первые два матча 1/8 финала плей-офф молодежная хоккейная команда «Толпар» провела на Магнитогорском льду. Первую игру уфимская дружина смогла выиграть со счетом 2-5, а вот вторую встречу уступила в овертайме 3-2. Однако остальным лисам в обоих матчах по решению лиги были засчитаны технические поражения ввиду нарушения статей 55 и 68 пункта 6 регламента чемпионата молодежной хоккейной лиги. Таким образом, третья игра уже на домашней площадке могла стать заключительной в данном противостоянии. Есть человек, который непосредственно следит за заявкой в Москве, вот, то есть отслеживает, и если какие-то замечания, он обязательно звонит. Вот это было и в этом сезоне, и в том сезоне, то есть мы спокойно игрока могли убрать, то есть нас предупреждали, это во всех командах так было. Но сейчас там появился новый человечек, он, оказывается, еще не совсем владеет, и только на второй день проснулся, можно так сказать. Поэтому вот эти такие ляпы и нелепости привели к такому печальному, в принципе, эпизоду. Третью встречу уже в Уфимском дворце спорта толпаровцы хоть и с большим трудом, но все же выиграли. Уступая по ходу встречи 0-2, дружина Александра Симака сумела найти свою игру и сравнять счет. А под занавес матча капитан команды Валерий Поляков вывел Толпар вперед. Как итог, 3-2 в матче и 3-0 в серии. Тем временем нефтекамская молодежка вышла в полуфинал. В 1/4 розыгрыша Кубка регионов Батыр встретился с казанским Ирбисом. Серия молодежного зеленого дерби завершилась со счетом 3-1 в пользу дружины Константина Полозова. Защитник нефтекамцев Дмитрий Рыжков рассказал нам о встрече с казанцами, поделился личными переживаниями, а также приоткрыл завесу тайны подготовки хоккеистов к играм. Дим, привет! Серия с казанским Ирбисом закончилась в вашу пользу. Как можешь подвести ее итоги? Привет. Ну как подведу? Все, идем. Указанная цель у нас стоит, мы идем дальше как бы. То есть начали не очень, проиграли первую игру, хотя уже как бы и с ребятами разговаривали. Хотели сразу прям там наказать, 2 игры взять, привести сюда и здесь прям третью. Вот, чуть-чуть не вышло, и вели в счете там мы. Ну, чуть-чуть, это так с Красноярском так получилось, 3-1. Все, идем дальше. Что можешь сказать об Ирбисе? Были ли какие-то сюрпризы от казанцев? Нет, сюрпризов не было. Хорошая команда. Мы с ними вот сколько игр уже играли. В сезоне 4 игры. Вот сейчас встретились. Хорошая команда, там сборная России играет. Молодые пацаны все бегают, стараются, упорно играют. Что скажешь о своей команде? У нас в сезоне немножко неполадки были, травмы. Я сам сколько месяцев не играл вот до плей-офф. Много травм было. Сейчас потихоньку все нарастаются. И все. А вообще какие отношения у ребят в Батыре между собой? Вот в сезоне, конечно, у нас были неполадки, драки на льду, и все, вот эта подготовка к плей-оффу, все это сказывалось. А сейчас хорошая атмосфера, прям приходишь, музыка играет. Какой настрой у Батыра на следующую серию? На твой взгляд, какой соперник был бы предпочтительнее? Для меня, честно, я бы с Лиепайским сыграл бы. А для кого-то с Альметьевским. Ну, Альметьевским мы знаем, и они знают, как мы играем. То есть, если мы в сезоне не очень себя показывали, плохо, мы начали нарастать. Поэтому я бы не хотел, чтобы Альметьев знал, как мы будем играть. Я бы лучше в Латвии слетал бы. Дим, скажи, есть ли у тебя какой-то особый ритуал, чтобы настроиться на игру? Нет, мне нет такого. Я могу смеяться, могу сидеть, грустить, музыку слушать. Единственное, я завязываю с левой ноги коньки. Начиная с левой ноги, все. Ну и в завершение традиционное пожелание своим болельщикам. Пожелаем, приходите больше в наши игры. Мы очень вас ждем. У меня шлема, краги, клюшки. Вот киндер у меня. Я не знаю, что вот пьем, витамины.
шайбу, стремлюсь к высшей хоккейной лиге. У меня лежит, она всегда бережет. Всегда смотрю на нее и пытаюсь, повторяю как бы за ребятами с высшей хоккейной лиги. Чего у меня есть? Вот нагрудник могу показать. Раз, застегнул, полетел в бой. Надеваю с левой ноги конечки. Так заправляю, почеточек и все, полетел. Почему с левой ноги? Как так получилось? Получилось так. Я всегда справа, у меня тоже ритуал как будто бы был. Ну, привычка, не ритуал, а привычка. Всегда надевал с правой. И вдруг у меня что-то игры 3 я не забивал, не отдавал, очень плохо играл, тренера кричали. И мы приехали куда? В Казань, в Казань даже, в регулярном чемпионате. Я начал, прям сказал ребятам, начну с левой ноги, мало ли что. И все, я вышел, я победный гол забил в этом матче. И все так и осталось. Все, одеваюсь с левой ноги. Я вот пока ты зашнуровывал, увидела у тебя татуировку. Что она означает? Я только Бог мне судья, написано. А почему? Ну, у меня такая, у меня родителей нету. Каждые выходные я езжу на службу, в воскресенье всегда провожу службу, у нас с 8 утра. Когда есть время, всегда выходной, у нас в основном воскресенье, всегда езжу, поставлю свечку родителям, всем за здравие. Вот мы с братом вдвоем остались в этой жизни как бы. Вот и поэтому наколол такую татуировку. Вот моя майка, 44 номер. День рождения у меня 09-04-94, то есть 94-94, поэтому я склонен как 44-99, все, что касается 49-94, все вот. Поэтому 44 номер взял, свободный номер был. Все, пока как бы нормально все. Номер радует меня. Теперь смотри, вот у меня любимый тренажер мой. Перед играми на тренировках всегда занимаюсь на нем. Закачиваю плечо, вот у меня плечо вылетает. Вот любимые упражнения мои. Вот они. На этом все в прошедшей хоккейной неделе. Увидимся в следующий понедельник в это же время на канале «Россия-24 Башкортостан».